Здравствуйте, это Площадь Свободы и Руслан Тотров. Минувшие 7 дней прошли под знаком конспирологических теорий, орнитологического шпионажа и коронавирусного суда. Да, определенно это была неделя фантастических новостей в Осетии. Сейчас все расскажу здесь, на Площади Свободы. Давайте начнем с абсолютно восхитительной истории. КГБ Южной Осетии предъявил миру грузина, который якобы охотился за остроухими ночницами. Это такой вид летучих мышей. Человек по имени Хвичем Гебришвили утверждает, что целью его визита на нашу территорию была колония рукокрылых в заброшенной церкви недалеко от села Адзисар. За каждую пойманную летучую мышь он должен был получить, по его же собственным словам, не то 5, не то 10 тысяч долларов. Рассказ пленникам Гебришвили сколь обстоятелен, столь и восхитителен. Но вот смотрите сами. Мне сказали, что там пивает этого летающие мыши, и там он целяет какой-то кокон такой. Мне точно сказал один Заза, фамилия не помню, живет рядом Тбилиси, какой-то район, не помню. Тбилиси, короче, 5 тысяч платят, 10 тысяч платят долларов за один штук. Телевидение Южной Осетии из этой, в сущности, занимательной истории раскрутило целую ненаучно-фантастическую драму со смертоносной биологической лабораторией, коронавирусом и летучими мышами-вампирами, несущими смерть и ковид. Именно летучие мыши, а не их коконы, нужны военным ученым США. В тбилисской лаборатории Лугара, где как раз разрабатываются разные вирусы и бактерии, и американцы ставят на них опыты. Справедливости ради, историю эту телевизионщики придумали не сами. Например, по данным КГБ Южной Осетии, вот уже 8 лет та самая лаборатория, о которой идет речь в материале коллег-журналистов, занимается, я цитирую, систематическим отловом рукокрылых в грузинском регионе Шида-Картли. Это граница с Южной Осетией, для дальнейшего изучения. КГБшники даже говорят о том, что им известен бюджет совместного американо-грузинского проекта по отлову остроухих ночниц, и он составляет практически $3 миллиона. А эксперт Министерства иностранных дел Южной Осетии Юрий Вазагов и вовсе утверждает, что еще в 2014 году в лаборатории занимались опытами над летучими мышами, исследованием возможности передачи их вирусов человеку. Что интересно, в самой Грузии, например, с вирусом, а речь идет о коронавирусе, все вполне себе хорошо. За все пандемическое время там чуть больше 1000 случаев инфицирования и 15 смертей. Ну а в Южной Осетии, как вы знаете, и вовсе все совершенно благополучно, и умерших не было вообще, заболевших тоже очень мало. И здесь возникает вопрос, да что же это за таинственная такая лаборатория Лугара, ну или Лугара, как вам удобнее, о которую сломано столько осетинских копий. Вот он, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. Это государственная структура, которая финансируется правительством страны, имеет в том числе международные гранты, да, из США, но эта история абсолютно понятная, обычная и типичная, естественно, для научного мира. Подобные институции есть везде и повсеместно, от России до Южной Африки, от Чили до Индии. Это совершенно нормально. Занимаются они все примерно одним и тем же. Изучают крупный рогатый скот, летучих мышей, насекомых, пресмыкающихся. То есть, в общем-то, никакого криминала, да, на первый взгляд. Тем не менее, вот некоторое время назад Национальный грузинский центр или лабораторию Лугара, это одно и то же, как я уже сказал, начали обвинять, ну вот абсолютно во всех смертных грехах. Первым о секретных опытах в лаборатории заговорил беглый грузинский министр госбезопасности Игорь Георгадзе, находящийся в розыске Интерпола. Он собрал пресс-конференцию, даже предъявил множество каких-то документов. Правда, после в интервью BBC господин Георгадзе обмолвился, что, собственно, его, видимо, неправильно поняли, ничего такого он не говорил. Вот он сказал, что это вывод тех людей, которые проанализировали документы. Я сам подобный анализ не проводил, я этого не говорил. Ну, говорил или не говорил, тем не менее, медиа с большим удовольствием историю подхватили, раскрутили и представили вот это научное учреждение в эдакой обителью зла в отдельно взятой Грузии. После этого, естественно, закрутилось, и центр начали проверять.
Проверяли тщательно, там были буквально все, от людей из Всемирной организации здравоохранения до многочисленных журналистов из разных стран. Тут как результат отчет международных экспертов, которых правительство Грузии пригласило для того, чтобы они проверили лабораторию Лугара на соответствие Конвенции о нераспространении биологического оружия, был прост как правда или как черный хлеб. Ничего подозрительного. Удивительно, но конспирологи так не думают и продолжают строить свои теории. Вот для чего им на самом деле нужны летучие мыши. Вы спросите, почему именно из территории Южной Осетии? Для чего им посылать своих людей сюда, в Южную Осетию? На самом деле все очень просто. Они хотят знать, как их разработки будут показывать себя в условиях именно Южной Осетии. Ну потому что мы для них до сих пор главный враг. И они спят и видят, как захватят нашу территорию. Весь мир жалуется на эту лабораторию и их опасные эксперименты. А жертвами горе-ученые делают собственных жителей, граждан Грузии, десятки из которых погибли в этой лаборатории при загадочных обстоятельствах. Вы знаете, я прекрасно понимаю, что, рассказывая вам об этой теме, хожу по достаточно тонкому льду, потому что, как бы то ни было, это Грузия, это геополитический противник, и я отдаю себе отчет в том, что пропаганда, конечно же, должна быть, пропаганда на государственном уровне, но не такая топорная, не в стиле РЕН-ТВ, а высокопрофессиональная для того, чтобы хоть как-то мы могли пытаться убеждать внешний мир в серьезности наших намерений, а не просто сеять страшные, смешные, либо нелепые истории, которые еще больше убеждают наших, как теперь это принято говорить, западных партнеров в некой несерьезности людей, рассказывающих эти фантастические истории. Одно хорошо. Остроухую ночницу внесли в Красную книгу Южной Осетии. Так что вот таким образом замечательная ненаучная фантастика от коллег-журналистов, может быть, отчасти поспособствовала сохранению замечательных представителей отряда рукокрылых. Ну, с летучими мышами, слава богу, я надеюсь, разобрались. Вообще хорошо, что в Уголовном кодексе Южной Осетии нет еще пока статьи о фейках коронавирусных, как в России. А то я так чувствую, что кое-кому там точно было бы не сдобровать. Впрочем, тут ведь важна правоприменительная практика, а она, как показывает исторический уже российский опыт, у нас очень и очень выборочная. Вы все, конечно же, знакомы с делом Алана Мамиева. Осетинский блогер и общественный деятель с самого начала пандемии записывал видео, в которых делился своим видением ситуации. Он все больше намекал, а, впрочем, прямо говорил о неестественном, искусственном происхождении коронавируса, ну то есть лабораторном происхождении, рассуждал о новом мировом порядке, о том, кто может стоять за этой историей, кому это выгодно. В общем, Алан делал все то, с чем я максимально не согласен, именно поэтому считаю себя идеальным третейским судьей в этой истории, поскольку не имею никакой идеологической выгоды защищать Мамиева. Тем не менее, правда есть правда. Алан поимел большие неприятности с законом. На него завели уголовное дело по той самой новой знаменитой статье о фейках по коронавирусу. Алан стал первым в Северной Осетии человеком, против кого включили эту статью. Смешная совершенно история. Давайте сначала я вам покажу, какие слова Мамиева привели к возбуждению дела. Вот смотрите. Строить предположения можно разные. Можно предположить, что будет вторая волна вируса, более смертоносная, чем эта. Можно предположить, что готовятся какие-то, не знаю, готовятся к приему большого количества раненых откуда-нибудь. То есть ситуация становится очень нехорошая. А если брать Осетию, ну вот мы видим, куда это все идет. И понимая, что происходит в мире, и понимая, что происходит в Осетии, мы должны понимать, что времена-то наступают довольно смутные. И нам как никогда нужна, как скажем так, единство нужна, мобилизация нужна. В итоге вот за это видео Алана Мамиева днями оштрафовали на 30 тысяч рублей с совершенно восхитительной судебной формулировкой, которую я вам прямо сейчас процитирую полностью. Поверьте, она того достойна. В действиях Алана Мамиева содержится состав административного правонарушения, выразившегося в распространении в интернете заведомо недостоверной, общественно значимой информации о COVID-19 под видом достоверных сообщений, которая способствует созданию панических настроений среди населения и влечет угрозу массового нарушения общественного порядка
или общественной безопасности. Совершенно восхитительная формулировка. Алан Мамиев не говорит, что вируса нет. Напротив, он утверждает, коронавирус существует. Он даже и не думает рассуждать о том, что ковид безопасен и не страшнее гриппа. Нет, напротив, Мамиев говорит, это реально опасная, серьезная штука, берегитесь. Что происходит? Блогера просто-напросто берут и отправляют в суд. Только лишь потому, что кому-то не понравились его утверждения. Еще раз, со словами Мамиева можно не соглашаться, можно ставить под сомнение в принципе всю стройность логики его утверждений и его миропонимания. Но где здесь фейк? Он не призывает никого выходить на площадь в период пандемии, он не призывает перестать носить маски, он не делает ничего такого, что могло бы поставить под угрозу жизнь общества. Но нет, это просто театр абсурда. Я с этим решением категорически не согласен, потому что на сегодняшний день прошло уже с марта месяца несколько месяцев, и только ленивый уже не говорит о том, что с этим коронавирусом что-то не так. У нас в республике люди очень как-то странно относились к этой проблематике и везде писали и говорили, что нет никакого коронавируса, что это просто грипп, что это вообще какая-то безопасная штука. Я своим видео хотел как-то призвать своих подписчиков и слушателей к некому благоразумию, что все это очень серьезная вещь. Подключились к этому делу уже московские правозащитники. Я считаю, что дело это принципиальное, что под формулировку «сеял панические настроения» можно любое, не стыкующееся с мнением или желанием власти либо силовых структур мнения подогнать. А знаете, в чем настоящая причина того, что Алана Мамиева осудили? Quod licet Jovi, non licet Bovi, что позволено Юпитеру, не дозволено быку. Смотрите, вот что, например, говорит главный конспиролог и ведущий рептилоидовед России Никита Михалков. Это патент под кодовым номером WO 2020 06 06 06. Как-то настораживает 06 06 06, вы, наверное, понимаете, да? Это случайное совпадение или это намеренный подбор такого знака, который в апокалипсисе Иоанна назван числом зверя – 666. Те, кто управляют этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. Имеют полную возможность заставлять вас делать то, что им надо. А какова общая цель этого? Вы уже слышали? Общая цель – это сокращение человечества. Вот именно в этом и есть проблема. Проблема с Аланом и проблема с законом о коронавирусных фейках. В тройных, четверных или даже пятерных стандартах. Федеральные каналы, причем не только РЕН-ТВ какой-нибудь, а самые, что ни на есть главные, денно и ночно сыплют байками о лабораторном происхождении вируса, чипировании, сокращении земной популяции. То же самое, что и Михалков, например, любит рассказывать Сергей Кургинян, учитель, кстати, Алана Мамиева. Но им можно, понимаете, они королевская рать и королевская знать. Мамиев нет, он чужой, он ренегат. Ну вот простой пример из Осетии, чтобы далеко не ходить. Я очень подробно писал о случае с членом Общественной палаты республики Эдуардом Дауровым, который во время пандемии, в разгар пандемии, в течение месяца абсолютно лютую дичь о коронавирусе писал у себя в Фейсбуке. Безусловно, в многожды превосходящую то, о чем говорит Алан Мамиев, и однозначно подпадающую в любой иной ситуации под этот закон о фейках. Но нет, хоть бы хны, ЦПЭ даже не заинтересовался. Смею предположить, что ровно счетом потому, что этот человек, так сказать, пригосударственный, в отличие от чужого и отступника Мамиева. Понимаете, закон о фейках – это замечательный механизм в правовом государстве, который действительно призван бороться с информационным экстремизмом. Но в наших условиях мы все прекрасно понимаем, что это очень точечная и выборочная мера сведения счетов с непокорными и несогласными. Вот именно поэтому Алан Мамиев, мнение которого я разделяю чуть меньше, чем на 1%, но тем не менее я первый человек, который говорит, что Алан попал под эту раздачу абсолютно несправедливо, его выставили эдаким козлом отпущения, и
на его примере всем нам хотят показать: не рыпайтесь, потому что любое ваше слово может быть истолковано как неверно и, соответственно, подпадающее под этот закон. Ну и напоследок я хочу поздравить всех вас с тем, что наконец-то в Северной Осетии снят режим самоизоляции. Правда, для тех, кто 60+, он сохранен до 9 августа, но это и к лучшему, и слава богу. В этой связи не могу не закончить сегодняшний выпуск очередным вопросом к администрации местного самоуправления Владикавказа. Дело в том, что случился днями в столице Северной Осетии крестный ход. Вот вы видите, верующие несли изображения страстотерпцев, вот десятки людей, если не сотни, вышли на улицы, прошли по городу. Совершенно богоугодное мероприятие, безусловно, нужное, важное и полезное. Но, видите ли, у меня возникает вопрос, особенно вспоминая знаменитый конституционный конный заезд, который случился неделями раньше, и все во время режима самоизоляции. У меня возникает вопрос. Возвращаясь к так и не состоявшемуся автопробегу акции в поддержке Георгия Гуева. Вопрос к администрации, в принципе, совершенно традиционный. Согласовали ли крестный ход? А еще у меня совет организаторам акции в поддержку Георгия Гуева. Вот, друзья, когда вы в следующий раз отправитесь в мэрию для того, чтобы получить согласование, вернее, попытаться получить согласование, помните, что в сегодняшних североосетинских реалиях единственный возможный вариант гарантированного проведения мероприятия массового – это наличие в нем Конституции и икон. Вот если вы объедините это с автопробегом, я ручаюсь, что разрешат. Увидимся на площади Свободы. Счастливо!